Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». Ингушские боксеры успешно выступили на вечере бокса в Москве. Все три представителя Ингушетии одержали верх над своими соперниками. Первым на ринг вышел Ибрагим Таркоев. Он одержал досрочную победу техническим нокаутом в 4-м раунде. Также победой отметился и Альберт Хамхоев. Ему понадобилось также 4 раунда, чтобы финишировать своего визави. Главным событием вечера бокса стал поединок Али Измайлова, который одержал победу над Хабибом Ахмедом из Ганы. Ингушский спортсмен Ислам Арцханов завоевал золото и серебро на престижном турнире по грэпплингу. Выступая в весовой категории до 77 килограммов, Арцханов завоевал золотую медаль в ГИ, а серебро в дисциплине ноу-ги. Турнир собрал сильнейших спортсменов в разных весовых категориях. Ислам продемонстрировал стойкость и отличную технику, что позволило ему одержать победу в обоих видах. Соревнования проходили в Краснодаре, во дворце спорта «Олимп». Ингушский грэпплер Юсуф Лиянов стал чемпионом всероссийских соревнований «Каспийск-2025». Юсуф, представляющий команду Набиев Wrestling School, завоевал золото в весовой категории до 27 килограммов в ГИ и серебро в ноги. Его успех стал результатом упорных тренировок и дисциплины. Соревнования проходили в Дагестане, во дворце спорта имени Али Алиева. Ингушские спортсмены стали призерами открытого турнира по грэпплингу «Альянс Кап». В соревнованиях ярко проявили себя Мустафа Тутаев из зала «Марсей» и Ибрагим Цицкиев из команды ЦСКА, показав отличную подготовку и бойцовский дух. Тутаев уверенно завоевал золотую медаль в весовой категории до 30 килограммов, а Цицкиев достойно выступил среди взрослых спортсменов и стал серебряным призером в категории до 71 килограмма. Турнир проходил в Москве во дворце борьбы имени Ивана Ярыгина и собрал самых сильных спортсменов из разных уголков страны. Трехкратный чемпион России по смешанным боевым единоборствам, чемпион Кубка России, победитель международных и мастерских турниров, чемпион мира по ММА 2024. У нас сегодня в гостях Юсуф Халухоев. Юсуф, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Приветствую тебя в студии программы «Про спорт». Давай начнем с твоих достижений, которые есть на сегодняшний день. В любительском ММА у тебя рекорд 30-0. 30 побед без поражений. Это очень хороший результат. Давай поговорим о последнем твоем поединке. Ты выступал на чемпионате мира, выиграл долгожданный пояс, ты к этому шел, ты к этому стремился. Расскажи нам о своем сопернике, как проходил бой. Соперников было 5 в общем. 3 боя удалось завершить досрочно. 4-й не удалось завершить досрочно, к сожалению, и 5-й тоже. Но в финале был очень крепкий соперник. То есть по решениям судей, да? Да, последние 2 боя я выиграл решением судей. В финале был очень крепкий соперник. Вот с ним пришлось чуть повозиться. И уже решением судей, единогласным решением судей я выиграл. Я до этого его тоже 2 раза выиграл. А кто он? Парень из Таджикистана, за сборную Таджикистана выступал. Хороший. В чем хорош был? И в борьбе, и в стойке, и в грэпплинге. Универсал. Но все-таки он тебе уступил. Он не уступил. По итогу, какие чувства, какие эмоции? Просто я помню последнее наше интервью перед этим выступлением. Ты рассказывал, что ты готовишься уже к этому чемпионату, и настрой был хороший у тебя. А после уже, когда ты уже стал обладателем этого пояса, какие чувства, какие эмоции, что ты испытывал? Да, долго готовились к этому чемпионату мира, уже в Таиланде прошел сбор, там помогли, да, старшие братья помогают. И уже по приезду домой с Вахой, с Муслимом подошли плавно, правильно подошли к этому турниру. И после того, как я выиграл, я, наверное, вздохнул, глубоко вздохнул, и уже понял, что мне хватает выступлений в любительском ММА. И уже перехожу скоро в профессионалы. Давай поговорим об этом чуть-чуть поподробнее. В какую организацию, когда это произойдет? Точно неизвестно. Я планировал провести бой до Рамадана, 28 числа. Были предложения от разных лиг, но, к сожалению, не нашли соперника. Много людей отказалось. Из-за этого пришлось отложить на более поздний срок.
И когда это произойдет, неизвестно, да, пока еще? Это, скорее всего, либо в апреле, либо в мае после Рамадана. Мгм. Касаемо поддержки тренеров. Ваха Шанхоев тоже наш частый гость, президент Федерации ММА. Можно сказать, он тебя курирует, да, и тренирует, и воспитывает, можно сказать, он об этом рассказывал. Насколько ощущается вот эта поддержка? Я знаю, что он и выезжает с тобой, по-моему, на соревнования. Да, Шанхой, Ваха и Кати, Муслим, это без них бы этого всего не было, я думаю. И без их поддержки, тем более без поддержки Вахи, мы, наверное, не добились бы того, чего сейчас уже добились. Кто поддерживает? Из семьи, родных, близких? Ну, вся семья поддерживает, близкие, дядя. И финансово, и морально тоже поддерживают. Старшие братья есть с Казахстана, Беслан, Руслан. И вот так вот. Мне кажется, Есть финансово это намного лучше, да, в данном случае, что вот все-таки приходится выезжать и на сборы, и на тренировки, и на... Да, конечно, без этой помощи в этом спорте очень тяжело. Даже не в этом, не только в этом спорте, вообще в общем спорте очень тяжело двигаться одному, самому, так как тебе нужна финансовая поддержка. Если у тебя нет финансовой поддержки, тебе приходится работать дополнительно. И вот, исходя из этого, тебе в любом случае нужна финансовая поддержка. Юсуф, расскажи нам историю вообще, как ты начинал заниматься спортом, какой вид спорта был первый? Первый была вольная борьба, потом уже бокс, начал в Казахстане. Ну, это стандартно у нас, у ингушей, естественно, либо вольная борьба, Да. либо греко-римская, либо Да. дзюдо. Начал в Казахстане, в школе чуть не постоянно приходилось драться, и уже, исходя из этого, отец повел меня на секцию вольной борьбы. Там уже чуть понравился этот вид спорта, и со временем... Чтоб зря не дрался, да? Да. И со временем бокс тоже чуть притянул. Походил на бокс, казахстанская школа бокса очень сильная. И там чуть поднабрал навыков. И по приезду на родину сюда снова начал ходить на борьбу. И уже со временем заинтересовало ММА. Ну, я во многих спортах на самом деле себя пробовал. На дзюдо тоже некоторое время ходил. На футбол тоже ходил. Кстати, это очень хорошо, когда есть навыки, там какие-то навыки борцовские, бокс. Да. Все это пригождается в ММА. Да, и исходя из этого, после того, как я перешел в ММА, за счет того, что я в детстве ходил уже на бокс, мне намного стало легче потянуть ударную технику. И Муслим Катиев, мы с ним над этим поработали. Уже хорошо потянул ударную технику, грэпплинг с Вахой потянули и, конечно, борьбу. Как сейчас тренируешься ты? Да, конечно, сейчас тренируюсь. Была подготовка в Екатеринбурге, ну, думал, будет бой 28 числа. К сожалению, не было боя. Очень хорошо подготовились. 2 месяца сборов, упорные тренировки утром, вечером. Но, к сожалению, так бывает, что не получается. И вся подготовка там проходит безрезультатно. Ну ничего, в следующий раз, думаю, соперник все-таки найдется. Юсуф, о развитии М1 что ты скажешь? Насколько сейчас развивается у нас М1? Вообще, ты же видишь всю эту кухню изнутри, можно сказать, да? Что в залах происходит? Насколько спортсмены у нас мотивированы? Насколько идет набор, допустим, желающих ребят? В нашей республике начали открываться очень много залов именно ММА. Также развивается ММА в нашей республике очень хорошо. В этом сопутствует Ваха Шанхоев и Муслим Катиев. Они очень хорошо развили ММА в нашей республике. Элементарно с нашего зала очень много результатов, очень много мастеров спорта. Международники есть, международные мастера спорта. Это очень хороший результат в копилку всей республики, я думаю. И я думаю, со временем будет еще лучше. Да, Лендали, так и будет. Ален. Желаю удачи, успехов тебе. После очередной победы ждем тебя в этой студии. Резко. Благодарю за интервью. Резко. А теперь дайджест спортивных новостей мира и России. Краснодар и Самарские крылья Советов сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче 19-го тура «Мир» российской премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре. Россиянин Сергей Кузьмин одержал победу над Эбенезером ТТ из Ганы. В 6-раундовом поединке, прошедшем в Йошкар-Оле, он выиграл единогласным решением судей. Российский голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин стал автором шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Нэшвилла.
Российский нападающий Питтсбурга Евгений Малкин набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с Филадельфией. На счету форварда проигравшей команды Матвея Мичкова 2 шайбы и результативная передача. Российские дзюдоисты Аюблиев и Рамзан Абдулаев стали победителями турнира «Большого шлема» в Ташкенте. Третий бой между абсолютным чемпионом мира по боксу Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым планируется провести в Эр-Рияде до конца 2025 года. На этом наша программа подошла к концу, но мы обязательно вернемся через неделю с чем-то новым. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.